просто такая тут ситуация, что комментарии будут закрывать лицо Эмиля Наврузова. Если Эмиль тут же, да? Здесь. Вот, поэтому лицо будут закрывать, поэтому я его убираю. Что, ребята? Закрывают Альфредо. А? Да ничего. У меня 20% говорю. Давайте в темпе. Планку уже задираем, да? Планку уже задираем, да? Что, 1 числа тогда, я так понимаю, мы уже все по рукам вчетвером дали, и 1 числа у нас на хайпе деремся, да? Я по рукам не давал. Почему? У меня слово. Я давал слово. А, ты только слово дал? Да. Ну ладно, мы все слова дали друг другу. И если честно, для меня это самый такой неожиданный бой. Я не знаю, кто выиграет. Вот у меня там, допустим, Асхаб кто-то спрашивает. Я обычно всегда могу ответить, мое мнение, что он или он. А тут реально очень сложно сказать, кто выиграет. У Чорша преимущество вес, рост. У Эмиля где-то техника, поэтому очень сложно. Очень сложно. Чорш, сейчас на каком курсе сидишь? На каком курсе? О чем? Про фармакологию. Непонятно. Банки у тебя хорошие сейчас. Ну, не особо. А в Осетии находишься? Не, я в Москве. Смотри, мне Альфредо позвонил и сказал, что вот такой-то бой, Чоршанбе против Эмиля Наврузова. Интереснее боя на данном этапе придумать не могу. Не знаю, как вам, но в плане, как зрителя, по ПМ интереснее бой не придумать на данном этапе. Потому что как и Чоршанбе, так и Эмиль Наврузов, такие, знаете, прям любят прям сделать шоу в клетке. А вообще в чем претензии друг к другу? Из-за чего это все? Альфредо, расскажи, ты же мне позвонил, предложил, как тебе такая идея, как тебе такой вот бой? Да, претензий особо как бы не было. А? Давайте начнем с того, что там, где я, там всегда интересно. А вот насчет претензий можете обратиться к Эмилю. У меня никаких претензий. Это мне бросают вызовы, я их принимаю просто и все. Эмиль Наврузов спокойно принял вызов. Выжидает добычу. Удивлен был, что на коротком просто время, я по режиму, в это время я обычно сплю, я засыпаю, братуха, из-за этого. А так, претензий нету никаких. Спортивный интерес. А так бой покажет все. Амиль, а как ты сам думаешь, ты же как бы боксер, а Чоршанбе это в первую очередь ММА-боец, и я думаю, равенство 10 килограмм не играет такую особую роль. Ну да, базара нет, это... Угадаю. Личное, да. Боксе оно, обычно же так говорят. Как? Чорш, потянешься с Эмилем, да, по боксу? Ну, посмотрим. Я же не просто так принял этот бой. Посмотрим или потянешь? Посмотрим? Да. Или вы посмотрите? Давайте так, мне просто интересно. Я даже, клянусь, я даже не знаю, даже не могу предположить по процентам. Мне просто интересно, что думают зрители. Как вы думаете, вот у кого больше шансов в боксерском поединке Эмиль Наврузов против Чоршанбе? Асхаб, вот я на своей странице делал голосование. 50, ты комментарий закрыл, как они ответят, да? 53% Эмиль, 47% Чоршанбе, то есть почти вровень. Почти вровень. Да, равно, да. Давай посмотрим, просто мне интересно. И так-то нормально. Нет, ты учитывая то, что... Личная мотивация никогда не помешает. Но ты Чорш настроен на нокаут или по очкам, или как вообще? План какой? Я настроен на полный бой. Я настроен просто на хороший бой. И там уже есть момент. Есть момент? Говорить. Да. Хороший момент. Увидишь. Что, завтра встречаемся мы, да, получается? Пресс-конференция у нас завтра. Эмиль, а ты что думаешь по бою? Полный бой, нокаут? Я никогда не думаю до боя. Во время боя будет видно. Надеюсь, не будет сейчас. Постараемся сделать все красиво, как умеем. Цитата там какая-нибудь.
А разница ведь Цитатник какая? года-то в этом году ты, Ну да, есть такое, я это не отрицаю. но после меня. Может быть, ты же спишь. Разница ведь какая сейчас? Я не знаю, сколько он весит, но договорились ведь 80. Но 80 я буду в день этого Боя. боя. Братан, тут я пишут, давайте Тамаев против Альфреда. Да, Альфреда не потянет, кто он такой вообще, блин, там, ролик сценарий непонятный, да? Альфредо переедет. Я бы посмотрел, у Альфреда тоже хорош. Ты с ним боролся? Нет, я с ним не боролся. Чешабе со мной не будет бороться. А куда бороться? Я не буду бороться с ним. Да. Получается, сколько раундов, по сколько минут? 4 по 2. Кстати, нестандартная такая, нестандартный довольно бой, 4 раунда по 2 минуты. А можно ли сделать пояс из пряников? Или нельзя? Из пряников? Ринга Да. можешь сделать, октагона можешь сделать в форме пряника. Можно выкупить 10 тысяч пряников тульских, и из этих пряников сделать ринг огромный. И гонорар. Тему. Как ты думаешь, Аршамбе? Оставь эту тему. Мне жалко становится пацана по-братски. Типа меня подколол, да, Асхаб? Не тебя. Причем тут ты, Эмиль? Тут еще меня, что ли? Не. Что ли, давай. Дело не в Эмиле, дело... А с Солонином дрался, тебе что, пряники не дали, что ли? С Солонином дрался на хардкоре, тебе пряники не дали, что ли? Не, подождите, ребята. Хардкора тебе вот с Солонином, когда дрался, пряники не дали? Не подарили тебе пряники? Зачем мне пряников подарить? Сверху, может, ну все равно же должны, их же эмблема это. Без этого, я думаю, никак. Или один большой пряник дали они тебе. Вообще... Но, честно говоря, в этом бою, я считаю, ты выиграл. В этом бою ты выиграл. С Солонином, да? Да. Да, Сейчас у нас Крик дерется с Солонином в вашем же карде. Даже Солонин сам там. Как? Сейчас Крик у нас дерется в этом же карде с Солониным. Эдельбеев. А по правилам? По правилам, в перчатках ММА бокс. Так же, да? 3 по 2, да, так же, как ты. Нет, ты на голову же. Не сладко будет, да, обоим? Крику будет не сладко, но, надеюсь, вы выиграете. Да, но Никита опыт посерьезнее, потому что он постоянно дерется. Ты как думаешь, Чёрш, ты 7-7 дрался? И? Ты как думаешь, Крик или Солонин? Мне показалось, или Крик рядом? Ахмед. Не, его нету. Я говорю, Чёрш, ты как думаешь, Крик или Солонин победит? Тут немножко спорный вопрос. Смотря как будет готовиться Ахмед. Ну, если по процентам, сколько бы ты дал Крику? Я бы дал Ахмеду, если бы он готовится. Если он будет готовиться, он возьмет. Он готовится. Я знаю. Эмиль, по поводу твоей травмы, ты готовился к Марифу Пираеву, и у тебя до боя случилась травма. Сейчас как обстоят дела с ногой? Все нормально, восстановился ты? У меня, конечно же, не зажила нога полностью. Но прошло 2 дня, вот я не мог ходить. В день боя уже более-менее начал ходить. Пухлая травма, но все равно я уже, нормально уже тренируюсь, все отлично. Ты вот не подумал, что бой с Чоршамбе, как бы, согласись, важный бой для тебя по ПМ, выиграл, к примеру, Чоршамбе, ты, открой себе двери, да, на бою с другими бойцами. Думаешь, рисковать стоит с такой ногой, да? Братан, двери открывает Всевышний, так что это
Не, я согласен, да. Цитата опять залетела. Преднаписано, так что Чоршанбе такой же человек, у него тоже две руки. Вот я тоже сейчас медийный, да, грубо говоря. Год назад меня никто не знал. Может, года назад, не знаю, его тоже никто не знал. Это все дает Всевышний. Так что... У меня такой вопрос. Я его еще на конференции бы задал, если честно. Эмиль, кого ты считаешь, вот у тебя должен был быть Мариф, кого ты считаешь опаснее для себя на руках, Мариф или Чоршанбе? Кто был бы, на кого ты более усердно бы готовился, кто опаснее для тебя именно? Я на каждый бой более, как надо усердно готовлюсь. Ну как ты считаешь, что опаснее для тебя? Боец должен преодолевать в начале себя. Если он сможет это, то он выиграет, преодолеет всех. Ну, а кто опаснее для тебя, как ты считаешь? Или примерно один уровень? Я ни с кем из них не дрался, не могу оценивать их. Ну, знаешь, в том прикол? Мариф очень добрый, он спокойный, но Эмиль и Чорш, они такие ребята, которые, знаете, любят зажигать в клетке. Я тоже. Прям, которые до конца будут умирать. А Мариф такой... на холодную голову работает, такой спокойный, все такое, но... Чорш любит удары в затылок, Эмиль любит удары в затылок. Да, там будет, я думаю, в клетке будут гореть. Очень жестко. Это заключается интерес всего этого боя, этого противостояния. Когда клетка закроется, надо будет за километр от октагона уйти вообще. По-братски. Охрану тоже надо взять, чтобы не было такого, чтобы, да. А то в команде Чоршанбе, в команде Эмиля Наврузова заряженные пацаны с горячей кровью, да, короче, кровь кипит. Поэтому надо... Мы сами можем разбираться, у нас же бой. Вы сами можете, у команды бывает, что-то сгорит, скипит. Да, и все, пошло-поехало, давайте в клетку все. А мы это больше всего мы спокойно выйдем вот на этот октагон и все там решим. Да, и по-братски, пацаны, чтобы не было такого, чтобы, знаете, после боя там какие-то, не знаю, там, за клеткой не надо, потому что мы это презираем и не поддерживаем никак. Поэтому покажите жесткий, красивый бой. Я вообще не из тех людей, которые, за клеткой. Может, в молодости, по молодости где-то как-то что-то было, но это осталось в прошлом. Как боец я не приветствую таких вещей. Я тоже не... Ну да, если, конечно же, если не принуждают. А я думаю, что все будет нормально. А как ты думаешь, взрослые люди понимаем друг друга. С боем Никулиным? Как ты считаешь, Чоршанбе принудили с Никулиным? На этот разговор, честно говоря, я даже вернуться не хочу. Не хочу на этот разговор вернуться. Чорш, Эмиль Наврузов. Крутой бой. Чоршанбе, у меня даже знаешь, какая идея была, если не бой с Эмилем, у нас были сложности договориться из-за визы и других проблем. Я даже думал над боем, например, твоего против Марата по ММА. Мне казалось... Что? Что ты... Я говорю, у меня была мысль в голове, если не получится организовать твой бой с Эмилем, сделать тебе бой против Марата по ММА. Раз, какие проблемы? Не, вообще говорю, делюсь. Мне кажется, ты был бы за этот бой. Хорошо. Говорю. Знаешь, в чем разница? Смотри, Марат это боксер, бороться это уже совсем другое. То же самое, не знаю. Понятное дело, что я тоже не боксер, но я выше же. Как тебе сказать-то? Бороться у Марата есть чуть-чуть борьба, и у Марата есть чуть ноги. Он дрался по ММА. У него несколько боев есть по ММА. Поэтому это не настолько абсурдный будет бой. У него были бои по ММА. И Эмиль Наврузов. Вот. В общем, такие дела, ребят. Как ты думаешь, кто выиграет на руках? Чоршанбе либо Эмиль? Я бы сказал Чоршанбе. Чоршанбе, да? Хотя Эмиль тоже неплохо. По акценту слышно, он помирец кто-то рядом. За это заслужил топит даже. Таджик, брат. Таджик. Хотя ты его знаешь, брат. Кто? Его, наверное, и Чоршанбе тоже знает, и Эмиль тоже знает. И, наверное, Альфреда тоже его знает. Кто? Ты его знаешь.
Человек, который высказал только что свое мнение. Не, я понял, а кто это? Да не все, брат, давай, салам алейкум. Этот, ребят, ладно, давайте. Любит заинтриговать. Кто это? Ну, все мы знаем его, а кто он? Не, я не буду говорить. Небольшой расход. Завтра на конференции увидимся тогда. Всех ждем. Пацаны. Завтра во сколько конференция? Ну, я думаю, где-то сначала будет первый, ребята. Вам где-то... Думаю, но потом где-то в 12 ночи. Вот этих моментов я вообще не хочу. Но у нас и нет таких моментов. С чего ты взял, что они будут? Конкретика есть? Конкретики 100% быть не может. Мы же не знаем, когда Шовхал и Добряк встанут и уйдут. Понимаешь? Что? По проценту. Сколько процентов? Я напишу в личку Зафару, но я тебе не могу никогда в жизни сказать в 17:00 твой выход, потому что я не знаю, как скоро, например, Шовхал и Крик закончат свои эти распри. Я же не знаю, этого никто не знает. Давай тогда, может, мы вначале выйдем. Как раз вечером меня тоже на свадьбу позвали. Как делать? Что делать? Надо же отжигать. Да, Эмиль любит отжигать. Что у Шовхала? Не, это в шутку было сказано. А что, мало ли, ногу подвернут за пару дней опять до боя, а потом никто не поверит, все подумают, что на самом деле сливаюсь. Я аккуратненько хожу даже. Надо сначала выйти подраться, а потом уже можно будет все. Всему свое время. Девушка Юля отпишет по времени, но я сразу скажу, ребят, мы не сможем сделать так, чтобы написать вам время, и вот вы пришли и сразу бой. Это не, вернее, конференция, это невозможно. Там, возможно, но она же написала мне к 2:30, значит, в это время. Да, тебе, скорее всего, даже чуть попозже, я думаю. Я сейчас не спешусь, и вам чуть более... Она мне еще и напишет то, что типа не опаздывай. Сейчас я с ней решу вопрос и скажу. Угу. С этим Шовхалом тут хотят подраться. Кто хочет пообщаться? Подраться. Кто хочет подраться? А Зафар мне говорил, какой-то боец ваш, да? Не, он не какой-то боец, он мой братишка. Так Азизхан реально хочет подраться с ним? Не, Азизхан, у Азизхана совсем другие планы. А просто Шовхал хотел с Азизханом. Шовхан много чего. Брат, прямой верчал Прямой верчал Шовхал очень... Хорошо, братья, тогда, салам алейкум. Берегите себя, спокойной ночи. Только Альфреду скажи, пожалуйста, пусть предупредят, там, во сколько надо быть, чтобы мне, потому что говорят, к 2 приезжай. Прям торопят, а ты говоришь, что возможно 5-6, но не поздно будет. Да, я чтобы знаю, я знал, рассчитался правильно. Короче, пацаны, секундочку, вот он доехал наконец-то. А вот Шовхала соперник. Face-to-face забыли сделать. Как мы здесь делаем face-to-face? Миссия, Альфреда, поговори с ним. Салам алейкум. Давай, брат. Я его знаю вроде бы как. Конечно, он лисий. А где ты дерешься? Не понял. Где дерешься? Я везде. Тут, там, везде, короче. Последний раз на правду дрался. Нормально, как вы с вами? А почему хочешь с Шовхалом подраться? Просто он когда-то Азизхану вызов кинул, и я вот в Инстаграме еще видел, там он говорит, что ему соперников как бы тяжело найти. И хотел бы с ним подраться. Брат, сколько тебе лет? Мне 21. 21. А может мне Зафар твои данные скинуть? Да, может. А у тебя есть какой-нибудь разряд, просто интересно? Прям у него 4-0, я думаю, этого достаточно. Нормально. Проф-рекорд, что ли? Да. В смысле, да? Нет. Да. Зафар, скинь мне, пожалуйста, его данные. Интересно, по поводу Азизхана. Хочешь подраться? Азизхан даже за хороший... Валейкум ассалам.
хороший Вот Адисхана я сильно люблю. Это сколько? Хороший гонорар обсуждается не прямо. Если последние цифры будут шестизначные, то, думаю, мы договоримся. Хорошо ты хочешь. Хороший у тебя аппетит. Легкие деньги. Да у команды, учтем, у всех хорошие аппетиты. Конечно. Если Шопхал... Амаев, у тебя тоже аппетит хороший. Смотри, какая шея у тебя. На шею ушла, у меня щеки появились. Азизхан, если ты говоришь, что Шопхал это легкие деньги, то за легкие деньги можно и не за большой гонорар подраться, нет? Это же легко вышел, побил, взял. Конечно, нет. А вот примерно речь идет о какой сумме? Азизхан. Речь идет не в прямом эфире, это обсудим. Так ты сам, я тебе то же самое сказал. Ну вообще, если, допустим, бой с Шопхалом возможен, то какая дата? Ну, месяц, какой месяц? Месяц после Fight Night, можно сразу после боя. А когда после я не Fight так Night, скажу. У знаю, у Альфреда больше денег, чем у Fight Night, если я не ошибаюсь. Так что что... ты взял? Так что ты можешь уверенно переходить пока. Насчет... Не, брат, я просто прогуливаю, брат. Баркал, брат. Азизхан, а бой когда Fight Night у тебя? 16 июля. 16 июля. А, серьезно? Уже скоро, да? Ничего, брат. Было бы прикольно в конце июля бы сделать бой с Шопхалом. Было бы прикольно. А он вес будет гонять? Сможет? А какой вес? Это вот надо вот с этими парнями обсуждать. Он весит 73. Сколько? 73. 61. Не, 61 навряд ли. 63, 64 он может сделать. 61 невозможно. Ты думаешь? Азизхан, знаете, Азизхан, у него просто, короче, он все по профессиональному у него идет, так что 61. Так если по профессиональному, можно же и 66. Брат, я же в прямом эфире, брат. Нет, 66 я его пока не рассматриваю. Сейчас, брат, вообще никак, тут много он просто зрителей. сам 66 весит. Но Шопхал весит 73, разница 7 килограмм, 6 килограмм. Ну, ладно, это потом мы обсудим, конечно, но я думаю, получился бы очень интересный бой, очень красочный. Да, и я думаю, под зрителям это очень интересно. В принципе, можно в 63. Ну, об этом мы за дополнительные килограммы мы можем договориться. Ну, вы поняли, о чем я. У вас только деньги, да, короче? Вы ничего кроме денег не видите, да? Нет, они видят спортивную составляющую, а ничего кроме денег я не вижу, поэтому это ко мне. Да, знакомая тема. Вы нашли друг друга, я скажу вам. А да? Ладно, завтра на конференции увидимся. Я вам чуть позже скажу точное время, во сколько быть. Кстати, Азизхан будет на конференции? Да, не знаю, Может, придет и как раз с Шопхалом поговорят. брат, он, скорее всего, на тренировке будет. У него же режим тренировка, надо готовиться. Азизхан, ты тут? Нет, он вышел. Но если у него будет время, пусть хотя бы на часок заскочит. Мне было бы интересно. Я потяну его, а если времени не будет, ну, там зависит, когда у него тренировка будет. Так что для нас тренировка важнее. Пресс-конференция еще будет, когда мы договоримся. Это да. Хорошо тогда. На связи. До завтра. Ассаламу алейкум. Все, алейкум ассалам.